И снова здравствуйте. Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей, в студии Алиса Шамба. В начале выпуска коротко о главном. Создавалась в условиях войны. 25 лет абхазской армии. Пожелал удачи на форуме. Президент встретился с делегатами от Абхазии на Всемирном фестивале молодежи и студентов. АГУ готовится к юбилею. Организаторы рассказали о предстоящих мероприятиях. Вооруженным силам Республики Абхазия 25 лет. 11 октября 1992 года председатель Президиума Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзенба подписал указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба. Эта дата официально считается днем создания Вооруженных сил Республики, днем рождения Абхазской армии. Событие стало важнейшим фактором организации сопротивления грузинскому агрессору. Формирование на основе народного ополчения регулярной абхазской армии залогом победы в Отечественной войне народа Абхазии. Сегодня в честь 25-летнего юбилея Вооруженных сил в Сухуме прошли праздничные мероприятия, в которых приняли участие президент Рауль Хаджимба, спикер парламента Валерий Кварчия, премьер-министр Беслан Барцыц, военнослужащие, ветераны, представители Министерства обороны Республики Южная Осетия, общественность. В день 25-летия Вооруженных сил Республики Абхазия представители Министерства обороны, а также делегации Южной Осетии возложили цветы к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в парке боевой славы. В церемонии возложения приняли участие министры обороны Абхазии Мираб Кишмария и Южной Осетии Ибрагим Гассеев. Затем в Абхазской государственной филармонии состоялись торжественное собрание и концерт, посвященные 25-летию Вооруженных сил. Товарищ главнокомандующий Вооруженными силами Республики Абхазия, указанная категория военнослужащих, гражданского персонала, приглашенные на торжественное собрание, посвященное 25-й годовщине образования Вооруженных сил Республики Абхазия, собран первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Фишба. Министр обороны Мираб Кишмария поздравил всех со знаменательной датой и отметил, что абхазская армия создавалась в непростых условиях, формируясь в ходе Отечественной войны народа Абхазии. Глава оборонного ведомства особо подчеркнул роль первого президента Абхазии, главнокомандующего Владислава Ардзенба и первых военачальников Владимира Аршба и Султана Сосналиева в создании нашей армии. Нелегким было и становление армии в послевоенные годы. Только в период с 1992 по 2008 годы в Галском районе было совершено около 200 террористических актов, в результате которых погибли более 300 сотрудников силовых структур. Уроки прошедшей войны и тяжелого послевоенного времени поставили перед абхазской армией новые требования, с которыми она успешно справилась, отметил министр. Нынешнее поколение защитников Абхазии с достоинством продолжает традиции старшего поколения, самоотверженно укрепляя боеспособность вооруженных сил. Стоят на страже мира, тяжелый ратный труд, Министерство обороны, искренне признательны вам, товарищи, генерал-офицеры, прапорщики, за то, что с честью и достоинством несете нелегкую службу, обеспечиваете обучение личного состава, поддерживаете обороноспособность государства. Сегодня мы можем твердо заявить, что абхазская армия совместно с резервными соединенными частями благодаря приобретенному опыту боевых действий готова дать достойный отпор любому агрессору, которого думается вторгнуться в пределы нашей страны. На торжественном заседании министра обороны Мираба Кишмария и всех военнослужащих с 25-летием образования Вооруженных сил поздравил президент Рауль Хаджимба. Торжественное, отмечаемое сегодня 25-летие создания главного военного ведомства нашей страны имеет свою достойную предысторию. Принимая решение о создании Министерства обороны Республики Абхазия 11 октября 1992 года председатель Верховного Совета и главнокомандующий вооруженными силами Владислав Григорьевич Ардзенба был глубоко убежден в необходимости организующей и направляющей стержневой структуры, способной поэтапно обеспечить жесткое единоначалие всех воинских подразделений, принимавших участие в боевых действиях по освобождению нашей Родины. Время и обстоятельства
подтвердили логичность, верность и своевременность принятия данного решения. Уже на начальном этапе Отечественной войны народа Абхазии необходимо было преодолеть стихийность ведения боевых действий и подчинить их строгой командно-штабной системе управления. Значителен вклад первых министров обороны, генерала Владимира Георгиевича Арышева и генерала Султана Асланбековича Сосналиева в налаживании взаимодействия между фронтами, укреплении боеспособности нашей армии, формировавшейся непосредственно в ходе боевых действий. Министерство обороны Республики всегда опиралось на бесценный боевой опыт наших резервистов, сохраняющих высокую бдительность и в мирное время. Мы высоко ценим весомый вклад многих ветеранов войны, стоявших у истоков создания Министерства обороны Абхазии, а также успешно руководивших ведомством в последующие годы. Это Владимир Тачевич Миканба, Вячеслав Ахметович Эшба, Мераб Борисович Кишмарев. Уверен, что внимание и забота о наших вооруженных силах, являющихся гарантом обеспечения безопасности государства, и впредь будут иметь приоритетное значение. Сердечно поздравляю вас с 25-летием создания Министерства обороны Республики Абхазия. Желаю вам новых успехов на поприще верного служения родному Отечеству. Военное ведомство Абхазии было создано в судьбоносное время, когда абхазский народ противостоял коварному и беспощадному врагу. В мировой военной истории очень мало примеров, когда победа над врагом достигалась малочисленным народом. И сегодня вооруженные силы Республики Абхазия – это мобильные, оснащенные, эффективные подразделения, способные успешно противостоять вероятному противнику, отметил в своем поздравлении министр обороны Республики Южная Осетия Ибрагим Гассеев. Этот праздник является отражением величия и национальной гордости. Этот праздник торжества, свободолюбия, отваги и мужества, героизма и самопожертвования во имя идеалов свободы и независимости. Братский абхазский народ с честью и достоинством отстоял право жить и трудиться в свободном обществе. Сегодня вооруженные силы Республики Абхазия – это мобильные, оснащенные, эффективные подразделения, способные успешно противостоять вероятному противнику и наносить ему поражение. Министерство обороны Республики Абхазия во взаимодействии с воинскими контингентами Российской Федерации являются гарантом мира и безопасности на этой прекрасной земле. В честь 25-летия создания Министерства обороны указом президента Рауля Хаджимба подполковнику Адгуру Квициния присвоено очередное воинское звание «полковник». Приказом министра обороны Мераба Кишмария группе военнослужащих присвоены очередные воинские звания. Медалями награждены отличившиеся офицеры, в их числе и военнослужащие Министерства обороны Республики Южная Осетия. Приказом министра обороны Южной Осетии генералы Владимир Аннуа и Беслан Свежба награждены медалью Хубулова. Валерий Хубулов – один из основателей ведомства, герой Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, высший офицерский состав Министерства обороны Абхазии награжден медалью за боевые заслуги. Ирина Аршба, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. 15 октября в Сочи состоится церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В этом мероприятии впервые примет участие большая делегация абхазской молодежи в составе более 40 человек. Сегодня президент Рауль Хаджимба встретился с делегатами от нашей страны на Всемирном фестивале в Сочи, который, по их собственному признанию, тщательно готовилась к форуму и серьезно настроены. Наша молодежь будет представлена на большинстве площадок форума впервые как суверенное независимое государство. Для нас это большая победа, сказал руководитель делегации Инар Ладария. Рауль Хаджимба пожелал делегатам от республики удачи на форуме и в дальнейших начинаниях. Вам доверено представлять Абхазию на этом международном молодежном форуме. Не сомневаюсь, что наша молодежь одна из лучших. Я уверен в том, что вам удастся продемонстрировать самые лучшие качества абхазского молодого поколения. Завтра вы, а может и сегодня уже, решаете те задачи, которые важны для нашего государства. Разрешите мне вам пожелать доброго пути не только для принятия участия в этом форуме, но и в целом по всей последующей вашей жизни.
Кассационной коллегией по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия рассмотрены кассационная жалоба представителя потерпевшей по уголовному делу Сурманилян, адвоката Геворкова, и кассационная жалоба осужденного Кишишяна на приговор судебной коллегии Верховного суда, согласно которому он признан виновным в убийстве и изнасиловании малолетней Сурманилян Вержине, и ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Этим же приговором признан виновным и осужден к 19 годам лишения свободы буряк, который с приговором согласился и не обжаловал его в установленный законом срок. Суд кассационной инстанции, выслушав мнение сторон, определил приговор Верховного суда привести в исполнение, а кассационные жалобы адвоката Геворкова и осужденного Кишишяна отклонить. Таким образом, обвинительный приговор в отношении Кишишяна вступил в законную силу. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Абхазии. 17 октября в Абхазском государственном университете пройдут торжественные мероприятия, посвященные 85-летнему юбилею главного вуза страны. О программе мероприятий сегодня на пресс-конференции рассказали представители руководства университета. Репортаж Ренаты Шакая. Абхазский государственный университет был создан в 1979 году на базе Сухумского государственного педагогического института, открытого в 1932 году. Произошло это благодаря национально-освободительному движению абхазского народа. Юбилей нами воспринимается не как какой-то день праздника, да, не только как вот какой-то праздник. Это период, когда у нас появляется дополнительная возможность для того, чтобы посмотреть, что сделано за эти годы, еще раз вспомнить историю, в каких условиях это происходило, то есть подвести некие итоги. Для чего они нужны, понятно. Итоги подводятся для того, чтобы наметить планы развития на будущее. Поэтому именно так мы подходим и к нынешнему нашему юбилею. И мероприятия, которые запланированы буквально через несколько дней начнутся, это только вот вершина той пирамиды, которые будут подводить общий итог. В ходе пресс-конференции было представлено юбилейное научное издание. Материалы для него собирали ровно год. В эксклюзивный сборник вошли работы по прикладной науке. Книга издана в соответствии с современными международными требованиями науки. Научное издание попало в Международный библиотечный фонд. Также был презентован сборник статей, но уже студентов университета. Официальная презентация обоих изданий состоится 17 октября, в день празднования 85-летнего юбилея университета. Мы, как мне кажется, почувствовали за этот год вот какой-то новый всплеск в этой области. Почему? Потому что у меня в руках вот не совсем результат. Я не могу сказать, что все, что делается нашими уважаемыми коллегами, работниками науки, образования, нашими сотрудниками, все уместилось в этом достаточно скромном издании. Это далеко не так. Но здесь то, что мы осилили и смогли представить вот в таком виде. Это издание достаточно серьезное, но издавалось в МГУ. Любая работа, которая вошла в этот сборник, прежде чем попасть сюда, прошла через очень густое сито. В том числе и здесь труд и целого отдела. Помимо того, что коллеги, которые уже в этой области имеют большой опыт, у нас задача такая – вовлечь в науку молодое поколение. На встрече также обсуждали ряд организационных вопросов, в частности, касающиеся подготовки и проведения мероприятий. В течение всего этого года ученый совет университета принял решение, что все мероприятия, которые будут проходить в университете в течение года, все они будут приурочены к юбилейной дате. И за это время в университете было проведено целый ряд научных, культурных мероприятий. Более подробно об этом расскажут проректора соответствующие, но все они были приурочены к юбилею.
Поэтому вот 17 числа у нас будет вот торжественное заседание и будет как бы общий итог этого юбилейного года. Специально к юбилею АГУ 29 сентября Национальный банк Абхазии выпустил в обращение памятную монету номиналом в 10 абсаров и выполненную из серебра. Презентация монеты состоится также 17 октября в день празднования юбилея. Рената Шакая, Беслан Джанджоли, Абхазское телевидение. Мясная продукция компании Черкизово поступила на абхазский рынок. Проект продвижения российских товаров в нашей республике осуществлен торговым представительством России в Абхазии. Это первая крупная бизнес-миссия, цель которой – развитие торгово-экономических связей между двумя странами. Реализацией ГОСТовской продукции, крупнейшего в России производителя мясной продукции Черкизово, занялась абхазская компания «Южные связи». Какой ассортимент будет представлен абхазскому потребителю и где можно приобрести мясную продукцию Черкизово, расскажет Нис Фаршба. В холодильных камерах, как и положено, минусовая температура. Здесь хранится продукция, привезенная из Черкизова. Курица и индейка в разных местах. Мясную продукцию государственного стандарта из торгового дома Черкизово в компанию «Южные связи» доставляют уже во второй раз. Пока это замороженное мясо птицы. 10 наименований продуктов из индейки и 15 из курицы. Всего 18 тонн. Наша задача торгового представительства, чтобы народ Абхазии, гости страны души имели доступ к хорошим, качественным товарам. Продуктам, услугам. Мы приглашаем крупные компании, которые в ходе бизнес-миссии, если проявляется интерес к выходу на рынок Республики Абхазия, то они, значит, ищут, здесь подыскивают подходящего партнера, с кем можно взаимодействовать. Свой выбор на компании Черкизово торговое представительство России в Абхазии остановило не случайно. Главным критерием стало качество товара, говорит Владимир Некрасов. По его словам, ассортимент российского предприятия абхазскому потребителю пришелся по вкусу. Мы знаем, что мясо птицы довольно-таки распространенный продукт в абхазской кухне, особенно мясо индейки. Ни одно крупное мероприятие не проходит без индейки. И поэтому подумали, что если выбирать, то надо крупное предприятие, чтобы было, которое с историей, которое может мощно зайти, и хорошую продукцию, которая отвечает всем стандартам международного качества. Абхазская компания «Южные связи» не новичок в деле реализации продуктов питания. За спиной 19 лет опыта и сотни контрактов о сотрудничестве. Предприятию пришлась по душе предложенная торгпредством России идея работать с компанией, входящей в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки. И уже в августе была осуществлена первая поставка. Мы, в общем-то, избирательно относимся к нашим поставщикам. И когда поступило предложение от торгпреда встретиться, пообщаться, то есть у нас, конечно же, это вызвало интерес. Тем более, что мы, в принципе, уже знали о этой компании, знали о продукции, которая поставляется, которая выпускается и производится. И также у нас возник интерес и в отношении индейки, потому что это несколько новое направление. То есть, насколько мы, в общем-то, рынок промониторили, индейку особо, в общем-то, никто в республику не завозит. Поэтому тоже выделили это направление как перспективное. В отношении цены нам интересно, чтобы продукция продавалась, то есть мы нисколько не задираем цены, да, то есть у нас все это очень взвешено. Основная наша задача – это продукцию вывести на рынок. Так как мы охватываем территорию всей республики, то мы, в принципе, приглашаем все предприятия к сотрудничеству. Сейчас помимо кур, цыплят и индейки представлен ассортимент и по разделке, начиная от печени и сердца птицы, заканчивая филе. В ближайшее время компания «Южные связи» планирует завозить в страну и охлажденную продукцию. У нас есть задумка завозить в республику и охлажденную продукцию, но это, скорее всего, будет уже весна-лето 2018 года. То есть мы к этому готовимся, потому что основная, скажем так, сложность в этом – это короткие сроки. Потому что если замороженная продукция у нас хранится от 3 месяцев до года, то охлажденка – это все сложно. То есть это 14, максимум 20 суток. Опять же, у нас пожелание компании Черкизово в этом отношении, то есть определенную работу со своей стороны проводят они для того, чтобы увеличить эти сроки, и для того, чтобы была возможность доставлять. Мясную продукцию Черкизово можно приобрести у торговых представителей компании «Южные связи» на оптовой базе в Сухуме и в магазине «Южный» на центральном рынке столицы. Нис Фаршба, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Ну и сейчас прогноз погоды.
По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен кратковременный слабый дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем 19-21 тепла. Температура моря плюс 22. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.